В эфире новости начнем с краткого обзора событий. Новые возможности для НТРК и телезрителей. Смотрите нас на Спутниковом ТВ МТС. Соблюдают ли аграрии противопожарные меры безопасности, проверяет МЧС. Глава Ингушетии провел совещание по вопросам расходования бюджетных средств на оказание услуг в сфере ЖКХ. По информации регионального Минфина, годовой объем дотации в части предоставления услуг в указанной сфере составляет около 200 миллионов рублей. По словам начальника контрольного управления администрации и правительства главы Ингушетии Андрея Борисова, для предоставления таких услуг в республике открыто 11 муниципальных унитарных предприятий. Основной функцией 8 из которых является благоустройство территории муниципалитета и 3 МУПа – водоканал в городах Магас, Малгобек и Сумжа. Согласно изменениям федерального законодательства установлен запрет на создание новых унитарных предприятий. При этом действующие, за исключением тех, которые оказывают услуги в области естественных монополий, подлежат реорганизации в иные организационные правовые формы до 2025 года. По словам Андрея Борисова, анализ текущей деятельности МУПов показал их малоэффективность. Планируется реорганизация действующих предприятий в бюджетные учреждения, не дожидаясь 2025 года. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» выходит в эфир на платформе «Спутникового ТВ» от компании МТС. В первые 3 месяца канал будет вещать в тестовом режиме. Это необходимо для проверки технических возможностей. Подробно расскажет Зелимхан Калоев. НТРК «Ингушетия» расширяет масштаб вещания. Отныне наш канал можно смотреть на 809 канале на платформе «Спутникового ТВ» от компании МТС. Самое высокое качество, глубокие звуки, насыщенная картинка. Таким образом, зрители национального будут в курсе самых последних событий. Даже находясь вдали от родины, знать, что происходит дома. Для семьи Ильяновых сегодня праздник. Довольны как взрослые, так и дети. Национальный канал тут ждали давно. Приятный бонус и дополнительный пакет из 10 детских каналов. Ну, сейчас посмотрим. Ингушетия. Процесс установки занимает не более 30 минут. В комплекте, как и положено, идет все самое необходимое. Приставка. Вот она, сама приставка. Это основная часть, да, нашего комплекта. Далее в комплект входит... Сейчас, секундочку. Далее в комплект входит вот с батарейками. Далее в комплект входит вот такой вот кабель. Также входит HD кабель для подключения приставки и телевизора. И блок питания. Все это можно приобрести лично в салонах МТС или не выходя из дома, оформить онлайн-заявку на сайте. В течение нескольких дней комплект доставят в любую точку региона. В Ингушетии запуск спутникового телевидения МТС начал 3 года назад. Сейчас в республике уже несколько тысяч действующих абонентов. Из более 200 каналов, входящих в базовый пакет, 33 канала транслируются в HD качестве. Единственным минусом до этого дня было то, что национальное ТВ не входило в пакет каналов. Жители ждали включения нашего регионального канала в канальный план МТС. До 7 числа канальный план вошел в наш канал НТРК Ингушетия. Вот. Мы этому очень рады. В основном главное возражение, да, вот, было не наличие нашего канала в канальном плане. Сейчас он есть, и я думаю, хорошая цена, вот, и хороший контент. Еще каналы доступны такие, как популярные познавательные каналы. Это Discovery канал, всеми известный, вот, National Geographic Wild, Animal Planet, History. Это познавательная тематика. Каждый человек в семье найдет интересный для себя канал. Спортивные, детские, каналы о кулинарии, о ремонте, путешествиях, развлекательные и познавательные. На любой возраст и любой вкус. Спутниковое телевидение вещает в 83 регионах страны. В крупном мегаполисе или в отдаленном поселке, неважно. Можно смотреть в любой точке республики, даже там, где нет абсолютно никакой инфраструктуры для организации вещания. Главное – установить спутниковое оборудование. При этом канальное наполнение для всех подписчиков, независимо от того, живут они в Магасе или в Назране, или в отдаленных населенных пунктах, например, в Вежре-Юрте, абсолютно будет одинаково.
первые 3 месяца национальный канал будет работать на платформе спутникового ТВ МТС в тестовом режиме. Это необходимо для проверки технических возможностей всех участников проекта. Сейчас подключение и установка оборудования обойдутся всего лишь в 3000 рублей. В эту стоимость входит и годовая подписка на пакет каналов расширенные. А дальше годовая абонентская плата составит 2000 рублей. Заявки на подключение и установку оборудования принимаются на номер, который вы видите на своих экранах. Селимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. 27 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря в регионе. В 2021 году начнут строить детсады на 1500 мест, объекты водоснабжения и здравоохранения по нацпроектам. Объекты будут строить в рамках национальных проектов «Демография. Чистая вода», а также государственной программы развития Северокавказского федерального округа. В этом списке и реконструкция центра спортивной подготовки и спального корпуса для дома ветеранов в селах Мужичи и Сурхахи. В летний период актуальна тема пожарной безопасности. Отдельный свод правил действует для аграрных предприятий. Нередко именно на сельхозполях происходит возгорание и зачастую по естественным природным причинам. Готовы ли ГУПы к экстренным ситуациям, проверяет МЧС. Итоги рейда в Нестеровском в репортаже Идриса Ижиева. ГУП Нестеровский является одним из самых больших в нашей республике. Ежегодно на этих полях выращиваются десятки тонн различных озимых и яровых культур. Время уборки одно из самых ответственных, ведь именно в летний период учащаются пожары. Сотрудники МЧС ежегодно проводят мероприятия по предотвращению несчастных случаев в различных организациях. Сегодня Мавсар Батыгов дает обязательный противопожарный инструктаж. Вы у нас работаете на комбайне, на тракторе, правильно? То есть каждый комбайн всех видов тракторов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. То есть должно быть оборудовано не менее 2 огнетушителями, лопаты должны быть. Также необходимо, чтобы были полосы опаханные, окосанные. Предупрежден, значит вооружен. Работники довольно часто слышат про пожарную безопасность, ведь работа в пожароопасный период довольно рискованная. Техника перегревается, да и растительность на полях очень сухая. Одна искра и пожара не миновать. Адам Галаев работает здесь не первый год. Пожар – дело страшное, признается он. Поэтому прослушать полезную информацию и проверить противопожарное оборудование лишним не будет. Сам Адам все необходимое для безопасной работы имеет под рукой. У нас в машине находится все. Огнетушитель есть, лопаты есть, веники там еще находятся под машиной. Ну, при пожаре обязательно должен человек знать в любом случае. А были когда-нибудь такие нештатные ситуации, когда было возгорание? Ну, бывало раньше, сейчас в данное время сейчас не было. Ну, бывает там комбайн чуть загорел, там подбежал, сразу огнетушителем тушили. А так не было. На каждом комбайне вне кабины закреплен огнетушитель. Важно, чтобы баллон находился именно снаружи. Ведь нередки случаи возгорания проводки непосредственно внутри кабины. У комбайнеров ГУПа Нестеровский огнетушитель под давлением и закреплен как положено. Подобные мероприятия призваны прежде всего предупредить работников о рисках пожара, а также, чтобы удостовериться, соблюдаются ли предприятием противопожарная безопасность. До сегодняшнего дня не было никаких чрезвычайных ситуаций, возгораний, пожаров. Но люди готовы на каждом комбайне всех видов тракторов. Есть по 2 штуки огнетушителя, штыковые лопаты. В исправном состоянии находятся искрогасители. Люди, каждый перед тем начать рабочий день проходит противопожарный инструктаж. Ответственные за пожарную безопасность люди тоже проинструктированы. Ежедневно проводится перед работой данное мероприятие со всеми работниками и специалистами, которые работают на данной организации. Помимо тяжелой техники, противопожарные средства имеются и на всей территории ГУПа. Лопаты, песок и огнетушители развешаны возле каждого рабочего объекта. Соблюдение всех предписанных правил позволяет не только работникам ГУПа максимально плодотворно выполнять свою работу, но и минимизировать риски потери урожая. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ежегодный форум «Машук» скоро начнет свою работу. Молодежь со всего Северного Кавказа будет защищать проекты, чтобы получить гранты на их реализацию. В этом году это событие в новом формате в режиме онлайн. Ингушетию представят 100 молодых людей, 30 из которых новички. Какие инициативы они будут продвигать, узнала Дана Плиева.
Сказать «стоп экстремизму» среди молодежи. Тему своего проекта на форум Машук Арисхан Цицкий выбрал неспроста. Работая преподавателем в одной из сужских школ, не раз замечал, что некоторые учащиеся не особо осведомлены о понятии экстремизма. Процентов я не могу сказать точно, 20, по-моему, 30% из них, то есть у них, да, выявлены отношение, неправильное отношение к этому. Проект намерен охватить порядка 3000 детей от 14 до 18 лет. Цель – провести анкетирование, различные профилактические мероприятия, мастер-классы, посвященные этой проблеме не только среди школьников, но и педагогов. Преподаватели основ безопасной жизнедеятельности с помощью организаторов, они у себя в школах будут использовать этот проект, и он охватит уже, то есть 11 тысяч подростков. Мы так посчитали проект. На участие в молодежном форуме Машук от региона зарегистрировано более 100 человек, 30 из которых впервые презентуют свои проекты. С ними представители Росикоммолодежи проводят дополнительную подготовку, приглашают и помогают максимально доступно раскрыть идею проекта и подготовить его. Мы отбираем 3-4 человека для того, чтобы более продуктивно с ними поработать. И, опять же, мы понимаем, что угроза коронавируса на данный момент тоже есть, поэтому мы пытаемся не собирать большое количество людей в ограниченном помещении. Мы собираем по 3-4 человека, работаем с ними 3 дня по 8-9 часов, скажем, то есть каждому выходит, что работается по 10 часов минимум, и помогаем им расписать проект. В этом году мы работаем именно с новичками. Они не сталкивались с грантовым конкурсом. Для них бывает новым даже форма заявки, которую мы заполняем. Там 15 разделов, там цель, задачи, мероприятия, смета, опыт команды, разные разделы, и они ни разу не переносили свою идею на бумагу. Мы им объясняем, как это должно происходить, мы объясняем правильное заполнение, то есть нельзя своими словами интуитивно понять, что где будет, как должно быть расписано. В этом году 11-й Северокавказский молодежный форум Машук впервые пройдет в онлайн-режиме. Так что лекции, тренинги и консультации с экспертами, а также защита проекта будут происходить через видеосвязь. Из более чем 8 направлений основной акцент ингушские участники делают на спорте, туризме и здоровом образе жизни. Нередко организаторам приходится сталкиваться со схожестью проектов. К примеру, пришло 2 человека, у них оба хотят в сфере стрельбы из лука. То есть одному мы предлагаем, к примеру, по его рассказу, ему ближе создание какого-то клуба, а второму проведение фестиваля стрельбы из лука, что-то такое. То есть в одном случае это организация, в другом это мероприятие. То есть мы делаем так, стараемся делать так, чтобы хотя бы внутри нашей республики, имеется в виду внутри нашей делегации, которые будут выступать и участвовать в грантовых конкурсах, было меньше конкуренции. Такая встреча с участниками идет пока что 2-й день. Из 5 предложенных проектов Адама Мальсагова, как эксперта, привлек проект поискового отряда Малгобека. Движение по нахождению останков солдат Великой Отечественной существует в регионе уже не 1-й год. Под землей еще покоятся останки миллионов солдат. Одни могут обрести покой в братских могилах, а других предадут земле родственники, искавшие о них информацию не 1 десяток лет. Потому такие раскопки, проводимые отрядами, необходимы, уверен эксперт. В этом году они уже будут расписывать его как проект, увеличивать количество таких отрядов, количество людей. То есть у них уже будет 4 комплекта и 40 человек. То есть они уже, эта команда уже в 4 раза может больше охватить территорию, еще имея финансирование гранта, позволить больше людей пригласить, и по итогу будет намного больше эффекта. По крайней мере, такая идея, мне она понравилась. В этом году форум Машук пройдет в 3 смены. Первая – глобальные вызовы, состоится с 1 по 14 августа. Вторая – национальный код с 15 по 18. Ну а третья – мастерская сообществ с 19 по 22 августа. Стоит отметить, что регистрацию участников на форум продлили до 20 июля. За консультацией можно обратиться в Комитет по делам молодежи. Дана Плиева, Хасан Майсигов, Новости 24. Реализация инициативных проектов на муниципальном уровне будет закреплена законом, он принят в 3-м чтении. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие жителей, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля за реализацией проектов. Они будут финансироваться не только за счет средств из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрации в течение 30 дней со дня его внесения. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Алмавит-фрут – новое садовое хозяйство в Малгобекском районе, ориентированное на выращивание черешни. Заложил его Ахмед Галаев, который знает все тонкости выращивания этих сладких ягод. Сад молодой, о богатых урожаях пока речи не идет, но задел есть и ожидания тоже. Микаил Тангиев продолжит. Метр за метром, ряд за рядом, трактор опрыскивает каждое дерево. За рулем спецтехники профессионал своего дела с 2-летним стажем Хаваш Исаев. Несмотря на жаркую погоду, работа не пыльная, делится Хаваш. Тем более, что для работников здесь созданы все необходимые условия. Надо опрыскивать, там, культивировать, дисковать. Разная работа у нас. А вот жара не мешает? Не, кондиционер у нас стоит. О качестве приобретенных саженцев директор предприятия Ахмед Галаев вовсе не переживает, ведь к закладке собственного сада он подошел со всей ответственностью. Загодя обработали землю, сделали разбивку столбов и подготовили почву к посадке саженцев. 73 гектара крупноплодной черешни уже давно посажено. Деревья, которые были посажены в 2018 году, в 2019 году, ну и последняя посадка у нас была вот в этом году весной, в апреле-мае, ну уже 2020 года. Мы завозили саженцы с Италии, 40 800 штук. Вот вся эта черешня посажена. Вот то, что вы видите дальше, это уже именно вот итальянская черешня. Очень важно, чтобы деревья были здоровыми и, соответственно, приносили хороший урожай. Сразу после высадки первых саженцев провели работу по их подпитке специальными удобрениями, а лекарствами от вредителей их опрыскивают чуть ли не каждый день. Вот на этой площадке именно сорт Швитерли, мы его привезли с Молдавии. Эти саженцы весной они обрезаны, после этого несколько раз были обработаны. Ну, теперь, как вы видите, сейчас идет в данном случае просто капельный полив. И сегодня же в течение дня они будут еще один раз опрысканы от всяких вредителей. Ну и одновременно же подпитка идет, чтобы всякие удобрения мы уже обработали. Для тщательного ухода за садом агрономы используют самые современные технологии. К примеру, на территории установлена многоуровневая система капельного орошения. Вода из Алхачурского канала поступает на фильтрационную станцию, расположенную здесь же неподалеку. Вода проходит в степени очистки, после чего уже по центральной магистрали проходит вниз, ну и по рукавам отходит, после чего вода уже уходит наружу, как вы видите, капельное орошение. Ну, в принципе, это уже работу давно ведутся, уже с 2018 года мы уже делаем этот капельный полив. Еще год тому назад черешня была высотой не более 50 сантиметров, и одного слоя проволоки для поддержания правильного роста было достаточно. Теперь саженцы подросли, и аграрии растягивают еще одну проволоку вдоль рядов. В этом году урожая не случилось из-за апрельских заморозков, но первые почки и цветки были замечены. Такими темпами ждать спелых фруктов осталось недолго, делятся агрономы. В будущем аграрии планируют увеличить площадь посадки деревьев до 100 гектаров, а в 2021 году здесь хотят построить фруктохранилище, чтобы хранить собранный урожай. Его, кстати, планируют собрать уже через год, а реализовывать черешню будут как на местном рынке, так и на территории всей страны. Михаил Тангиев, Аднадалаков, Новости 24. В Кабмине поддержали законопроект о дополнительном образовании для женщин в декрете. Он расширяет возможности женщин в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. В частности, снимается ограничение об обращении только по месту регистрации. Законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин», создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, национального проекта «Демография». Согласно нацпроекту, в период с 2020 года и по 2024 программу повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.